всем, кто сегодня добрался до нашей подземьи. Ну, в огуле, конечно, тая атмосфера и той фон, які зараз есть, яны, например, нас подштовховывают до того, как думать про то, что важно, что не важно. Вот нам возникла мерковали ці варта проводить будівництво, але мені подається, що може якраз та тема, про яку ми будемо казати, не тільки доля культури, але культура, як то, на чим ми базуємося, це, в принципі, визначає те, чим ми живемо кожен день. І те, як ми потім зустрічаємо які події, як ми реагуємо на які рішення і так далі. Тому я думаю, що все ж эта размова, это важно. Сегодня, в принципе, может подаваться, что должен быть дальше. И, больше того, я думаю, что мы сегодня будем размовлять не про эстетичный бок, в сенсі образів, які пропонує Михайло у виставі, у своїй книжці, а про цю справу праці з культурою, праці з кольором, и то, что мы можем сделать и я вельми вдячна, що ми слово свої письма собрались, бо я как раз абсолютно профан в цьому сенсі, і чоловік, який хоче сприймає, мені буде справді цікаво зрозуміти, як можна сьогодні працювати з кольором, тим більше з неким традиційним сприйманням, тому я просила Михайла трохи для такої справки, трохи розповісти менавіта про працю з гэтай теми, з гэтую даследчую працу, што, для чаго, як, што можна з гэтым рабіць? Ну, передусім, так само, як ще удокладність інформацію зустрічі, ми говоримо не про виставу і не про книгу, а это только информационная нагода, как собраться поговорить на той темы, про які Тетяна говорила. І, працюючи над книгою, притик, підійшовши до цієї тематики, колір культури, кольору історії культури, там явно визначаються кілька аспектів цієї теми. Одна, видать, одна найстарейша, це самоідентифікація, самоідентичність. Бо кольори, на протягу всієї історії, з'являються таким могутним фактором власної ідентичності. І навіть зостаються такі. Другий момент то, що колір не існує сам по собі ніколи. Він завжди на чимось, на нейкій ножиці. І вивчаючи фізичне вимірення, колір фізичного вимірення, ми завжди так чи інакше докранаємося до цих носьбитів. А докранаючись до носьбитів, ми тим самим просто ліпше розуміємо культуру, як вона розвивалася, як вона виглядала. Ми не просто ведаємо певні факти, ми починаємо її чогось розуміти. Це так само, мені здається, важливо, це ведення власної культури, власної історії. І третя основа, до якої я прийшов на час праці, це те, що сама культура кольору, ставлення до нечого важного в повсякденному житті, не тільки повсякденному, з'являється певною традицією. Як європейською, широкими сенсі, європейська культура весь час вельми серйозно ставилася до цієї тим вона унікальна. Гэта для культуры беларускай, дзе таксама да колеру ставілася вельмі серйозна. Да гэтых спалучэнняў, до того, как это все гарманічна выглядала, починаючи ад позднього барока, это уже такая развитая культура беларустычная. Яка, як мені здається, страчена. Тому зараз таке ставлення до кольору альбо це літературщина, і люди оперують такими понятками вербальними. Ми ж колір теплый, значит, добрый. А это светлый, значит, он не разъяснить помешками. Это сумный, это шерый, и вот это непринятие шерых кольору как синонима литературного чогось такого нудного. Это безумовно спрощение этой культуры, какая на самом деле визуальная, и створяет, в принципе, нашу повседневность, створяет наше життя. І врешті-решт, всі намагання і всі мари накеровані на те, щоб життю було ліпше. Щоб жилося комфортно, зручно, щоб город був комфортно і зручно.
Так бы без вертання значності культури кольору і колористики не обійстися. І це ось три такі теми, які мені подаються важливими для освіту. Далі це не може я представлю, ми вирішили, безумовно, ми чекаємо ваших питань, бо, може бути, якраз з боку значно легше. Бачно всі ці больові кропки, або важні кропки в цій проблемі. Но ми хотіли пропонувати як мінімум 3 пункти різних ракурсів этой проблемы. Это Ірина Шиндлер, это кольородизайн і шире кольори в штучному мисливстві, які ми говоримо. Леніна Миколаївна, это культура кольора в адукації, так умовно тема сформулювана. Як ці види ретранслюються, тому що може бути, там не всі ведаються, але якраз у Білорусі, у Білоруській академії мистецтва вельми добра школа в цій колористиці. І Леніна Миколаївна найліпший спеціаліст у Совєтському Союзі в свій час була, написала підручники, по яким вчилися на усіх мистецьких курсах. І Федір Кашпуревич, він закорінює таку тему, як актуалізація тих ведів, які у нас є в Кракові. Передусім, це тичиться історії, історичних ведів і народної культури. Ще мусила бути подарня Лобачевська, яка закранула тему дослідження і різних підходів. Підходи можуть бути наукові, коли все вельми докладно вивчається, переписується, і такі праці робляться, але їх чомусь ніхто не читає. Передусім, за формат такого серйозного. И если бы мастацкая раскрытие интуитивно, опирающись на некие факты и фактуры, человек это ретранслює громадськість. Йосип дано ще третє, можна назвати реконструктивізм. Коли чоловік не тільки це все вивчає і руками повторяє, а ще приміряє це на собі і спробує узнавати не тільки знешний вигляд, не тільки форму, але і зміст. А чуть себе як аналіз того чоловіка. Ну, на жаль, господарня Лобачевська говорила, і сьогодні не змогла просто. Може бути, я не ведаю, ці ми почнемо по порядку, ви вислухаєте те, що ми подрихтували, ці одразу почнеться у нас завалювати. Питання. Питання? Ні, ми почнемо завалювати, тому я буду не так. Я звернулася якраз до цього питання едукації, бо з одного боку мені покаже про вельми істотну школу, а з другого боку про те, що традиція страшна. Ну, ось страшна традиція культури кольору. І ці вуглі, це можливо навчати, треба навчати тільки професіоналам, ці це ніяке інше навчання, як це існувало. Так, это был вопрос, да? Ну, это было подводочка. Бачите, коли ласка, я народ сам Конечно. говорить. Да, так, пожалуйста, в 2 словах повторите вопрос. Я как-то не уловила немножко. Михаил сказал, что с одной стороны у нас очень углубленная хорошая школа, профессиональная школа, да? С другой стороны, он говорит, что вообще культура цвета, ну и работа с цветом утрачена сейчас. И мы наблюдаем Каких областях? В культуре, в широкой культуре. Как это связано? Почему профессиональная школа у нас есть, а культура нет? Вы можете любую тему, которую считаете нужной. Да. Любую тему, которую считаете нужной. Ну, меня, наверное, не видно из-за этого всего. И микрофоны выбираются свои. Когда я получила, как сказать, запрос или приглашение на это мероприятие, называемый «Круглый стол», я составила таких 2 плана, что ли. Один план можно назвать грандиозным, да, и мероприятия, которые там намечены, имели целью поднять
цветовую культуру в нашей республике на достаточно высокий уровень. Поскольку задача актуальная, поскольку в некоторых отраслях, так сказать, промышленности, ну и культуры у нас наблюдается в отношении колористики просто ужасное состояние. Такое, по-моему, у меня создалось такое впечатление. Ну и, значит, нужно что? Нужно как-то наметить план более-менее реальных действий, которые бы привели к достижению вот этой цели, повышению культуры цвета. Где, точнее, в области производства товаров потребления, полиграфии, рекламы, среды обитания людей. То есть достаточно широкая область тут очерчена. Ну и как я себе это представляю выполнение, достижение этой цели? Ну, во-первых, начинается, конечно, с воспитания. Причем воспитание детей с самого раннего возраста. Это занятие рисунком в детском саду, в младших классах, школ, кружках, в студиях молодежи, на занятиях рисунком, значит, чтобы там был не только рисунок карандашом, акварель и другие материалы. И на этих занятиях нужно давать первоначальные понятия о цветовой гармонии, об отношении формы, пространства, цвета, о психологическом воздействии цвета. То есть, ну, так, если сразу предвосхитить вывод и сказать в одной компактной фразе, что нужно делать. Нужно начинать воспитание цветовой культуры с самого детства, и продолжать в течение всего периода созревания человека от ребенка до специалиста в определенной области. Ну, затем профессиональное образование должно быть на высоком уровне. И как это я понимаю, нужно преподавание колористики должно быть связано с последующей с деятельностью данного специалиста будущего. Значит, будущей профессии связано. Ну, например, для текстильщиков или для модельеров можно задавать такие задачи, как колористика моделей осени, там, или там май, листопад, или лыжная прогулка. Вот задаем конкретную тему, и студент или учащийся, или кружковец все равно на любом уровне он знакомится то есть пытается решить определенную задачу, а преподаватель, руководитель, естественно, как контролирует, там, направляет, объясняет ошибки, достоинства и прочее. Ну, затем, конечно же, научные исследования нам необходимы. Вот мы, например, слышим жалобы такие, я лично сама в ужасе, когда я попадаю в магазин гастрономный, тут надо темные очки надевать. Потому что там, где рекламируется продукция, реклама, вот эта торговая, то просто невозможно смотреть, слепиться буквально, слепящие действия производят. Значит, тут какой-то, конечно же, непорядок. Или отдел, там, где товары для детей, тоже просто кошмар. Но считается, что чем ярче, тем лучше. А на самом-то деле это не так. Ведь и для детей нужно работать культурно. Для этого нужно, конечно, для того, чтобы повышать, так сказать, культурный уровень, нужны научные исследования. И, конечно же,
предпочтений различных слоев населения. Ну, допустим, вот ведь наше общество, оно напоминает торт Наполеона, так и выражение. Может, не такой сладкий, но это реальность. Общество расслоено на социальные такие группы или слои. То есть это же ясно. Ну, есть у нас интеллигенция, там, творческая интеллигенция, да. Есть, допустим, педагоги, есть юристы, то есть интеллигенция, обслуживающая потребности людей. Потом есть народ, который в сфере обслуживания работы. Ну, там продавцы, кассиры, счетоводы и так далее. Не буду уже продолжать, понятно, о чем речь идет. Так вот, когда мы занимаемся исследованием цифровых предпочтений, то нужно учитывать вот эту стратификацию общества. И, конечно, изучать эти предпочтения раздельно для каждого слоя или группы населения. Но затем нужно исследовать также качество выпускаемой продукции в отношении цвета, продукции промышленных предприятий в отношении цвета. И это должно делаться профессионально, потому что, конечно, есть такие производства, в которых продукция способна только нам испортить зрение и настроение. Да? Ну, затем, конечно же, нужны теоретические разработки. И это можно сформулировать так: цвет культуры как характеристика или показатель уровня развития нации, цивилизации. Вот можно у моего соседа, уважаемого, тема такая, это колористика культуры белорусского народа, да, в основном, и мне кажется, как вы пока на этом остановились, да? Я вот так, и все. И видите, вот не хочется идти дальше, потому что дальше идет, так сказать, пустое поле, вакуум идет. И дальше другие народы. Нет. Другие народы уже дальше, это другие народы. Нина Николаевна, можно Другие вам вопрос? народы, допустим, те же люди, которые в Беларуси проживают в городах, занимаются различными там профессиями, они уже не деревенские люди, не занимаются сельскохозяйственным трудом, у них другая психология, другая культура и, естественно, другие предпочтения. Вот их нужно изучать. Для чего это нужно? Для того, чтобы образовался какой-то слой исследователей, занимающихся этим вопросом, который бы ответил на вопрос. Вот производственник, он выпускает определенную продукцию, ну там, скажем, вот, рекламные плакаты выпускает. Он не совсем образован, кстати, художественно, но ему нужно быть уверенным, что вот это правильно, это хорошо, это соответствует потребностям нашего общества, нашим вкусам и так далее. Кому обратиться? Кому обратиться? Сейчас вот обратиться фактически некому с таким вопросом. Нужно, чтобы был какой-то у нас слой, хотя бы не очень толстый, но тонкий, хотя бы в виде какой-то лаборатории, или лучше, конечно, института, ну, какого-то раздела в Академии наук, я не знаю, одним словом, коллектив, изучающий вот этот вопрос. А можно вам вопрос? Да. Что? Можно вопрос? Пожалуйста, пожалуйста. Нина Николаевна, извините, если я вас перебил. А вот скажите, пожалуйста, вот цвет куклы Барби, как он вкладывается, скажем, в цветоведение вообще, если цвет куклы Барби, если он вообще как цвет, альбо люминесцентные, например, да, цвета, они, вот вы как ученый, да, вы их рассматриваете как цвет или нет? Да? Но вообще-то они
скажем, влияют на массовую психологию, на детей, на бизнес, да? Вот, ответьте, пожалуйста. Вы рассматриваете вот эти люминесцентные цвета? Я недаром начала с того, что можно было бы начать и с другого конца. У меня тут есть, так сказать, несколько причинок таких, как взяться за это дело, понимаете, начать. С чего начать? Какую цель поставить, какую методику выстроить. Вот это же все, прежде чем начать что-то делать, надо составить себе план, как это делать. Вот поэтому я начала, и, наверное, это будет концом всех размышлений. Воспитание детей. Воспитание это совершается различными путями, в том числе и через игрушки, конечно же. Конечно, Да? да. Через игрушки. И вот мне был задан вопрос, если конкретно говорить о кукле Барби, то я уже вышла из того возраста, когда я их не играю. Я вам скажу, что Не про цвет. мои правнуки уже учатся в школе. Притом старшая правнучка, уже 14 лет, она уже барышня, старшая правнучка. Я А на мы вас же, видела это на во втором цвете или третьем классе. Барби. То есть это уже нельзя назвать детьми, это уже подростки. Да? Поэтому я хочу мотивировать свой отказ судить о кукле Барби. Давно их не видела, а сама уже давно не играла в Москве. Хотя... А с какими цветами вы играете? Скажем, вот в своем возрасте. Валентина Николаевна, Да. может Да, быть, это закончить? короткий ответ будет. Я очень люблю белорусскую природу, и вот этот воздух от меня очень-очень впечатлило. Я уже тут всем говорю, всем нахваливаю, что это вот то, что нам нужно, понимаете? Вот колоритика тут, Вот все так. остальные качества, не стесняюсь публично огласить, ставлю самую отличную оценку. Вот это вот мне все нравится. Вот если хотите знать, что мне нравится, то посмотрите. Только за исключением стиль наш некоторых нравится? реклам, вот там голубые глаза, так сказать, это, не знаю, это не относится к цветам моего предпочтения. Насыщенный голубой я не могу. Ну, это православная эстетика, это одна из прослоек нашего пирога. Что, голубой? Да. Ну не такой же это вид. Ну, к сожалению, так. Можно. Вы К сожалению. Это ведь проблема, когда вы говорите изучение, да? Вот одно дело мы изучаем и соответствуем потребностям, а другое дело мы воспитываем что-то. И боюсь, что если мы сейчас начнем изучать потребности, то вот все цвета, про которые вы говорили, ну, от которых плохо становится, они будут приоритетными, они будут востребованными, к сожалению. Поэтому вот, мне кажется, тут надо выбирать, что важнее, соответствовать потребностям или навязывать в каком-то смысле другой вкус. Вот, уважаемые господа, может быть, с этого надо было и начать, что поскольку мы с вами задались такой задачей, извините за тавтологию, или такой целью повысить уровень цветовой культуры Беларуси. Ну, хотя бы в нашей стране, да, хотя бы, это было бы уже хорошо. Поскольку мы задались такой целью, то мы должны понимать, что эта цель очень трудно достижимая. Для этого нужна работа целая, я бы сказала, армия, ладно, я бы сказала армия, но пусть не армия, пусть отряда, пусть какого-то вот института небольшого. Работа в течение многих лет. Если говорить конкретно, допустим, мы займемся хорошим коллективом, то за 10 лет мы кое-что можем сделать, но далеко не все. Потому что отношение к цвету – это дело очень тонкое, цветовые предпочтения, выбор цветов. Ведь в народе говорят, на вкус и на цвет товарищей нет, да?
И что вы мне будете рекомендовать? И там вот этот розовый, Есть такой этот, товарищ. серый, коричневый. А мне нравится вот ружевый этот цвет. У меня кофточка есть такая. Деликатного порошкового колера. Салатовый. И у меня подружки говорят, что ой, я добрая, я прекрасно, да. Я уже перехожу на польский язык. Ну, рядом. Переходите, Елена Николаевна. Михаила со мной сидит, и меня как немножко влияет. Да. Да, так, значит, вопрос, вот нужно это обязательно сказать, потому что если прочесть, например, вот мой список, вот такие как перспективы налаживания, построения вот этого большого дела, перспективы, для того, чтобы хоть чего-то достичь, нужно запастись терпением. И вот начиная с детского сада, буквально с ясель, с педагогов и школьных, и детско-садских, и вузовских, да. Тут, понимаете, если развернуть этот вопрос, получается столько вот этих подразделений, что они перечесть, да. Да, так на чем я остановилась? Вот я перечислила направления, которые, ну, с моей точки зрения, можно было бы принять и начать хотя бы что-то в этом направлении делать, для того, чтобы наши потомки, наши ученики, может быть, внуки, чтобы чего-нибудь, идя по этому пути, они чего-нибудь достигли. Значит, изучение цветовых предпочтений, так, теория, цвет культуры, как цвет культуры, да. Вот тут я хочу сказать, что у нас уже, думаю, это не будет нескромно, я прочитала вашу рукопись, да, и у нас уже вот один человек, целый один человек уже занимается изучением. Два уже живые, уже. Я уже, Если позволите, так вот, к вам. человек, как сходящий, так сказать, с исторической арены, с вашего позволения. Да, пусть два. Два это тоже не такое уж могучее число. Так вот, один человек, присутствующий здесь, уже начал очень серьезно и углубленно изучать вот эту вот культуру цветовую. На уровне языка, на уровне этимологии. И тут же все это связано с производственной культурой, с бытом, с общественным устройством. Одним словом, цвет – это такое сложное дело, что я за отведенное мне, сколько мне, 2 минуты дали, да, 3 минуты? Ну, а 10? Я 10. Даже за 10 я даже приблизительно, так, чтобы понятно, конечно, не берусь изложить. Так. Так, теперь, что еще? Может показать, если прочесть этот список, то человек, хоть сколько-нибудь опытный в этом деле, может сказать: ого, на полстолетия нам хватит трудов, и кто же этим будет заниматься, и вот в данный момент, где же эти кадры, которые, где эти средства. Так вот я подумала, что поскольку мы уж с вами встретились, то мне бы не хотелось быть, как говорится, голословной. Да. То есть вы мне вправе задать вопрос, а как, с чего начать и как это организовать, чтобы какое-то было хотя бы небольшое уже движение, буквально, завтра, послезавтра, а там скажем, если не сегодня. Задаю вот такой вопрос. Что? Задаем. Да. Вот я вам попытаюсь на него ответить. Это называется, я так это назвала, практический аспект. Как спасать, как говорится, наше положение с цветовой культурой. Там, где требуется спасение, потому что есть же у нас области прекрасные цветовой культуры. А какие у нас области прекрасные, чтобы уже знать, что спасать не надо? Нет, Какие области? Хорошо, это я, между прочим. Это так. Я люблю поболтать. А я вот сейчас вот только не смейтесь. Значит, практический аспект.
во-первых, в бюджет республики должны быть заложены средства на эстетическое качество объектов. Тут идет список объектов. Это и фасады зданий, это интерьеры разных и производственных, и всяких учреждений, это и прочее, и так далее, и так далее. Значит, в бюджет должны быть заложены средства, деньги, да? Теперь второе. Предприятие, которое выпускает какую-то цветную продукцию, должно заказать специалисту рекомендации по цвету. Понимаете? Вот специалист должен посмотреть их продукцию, возможности в широком ассортименте и дать свое заключение. Вот что хорошо, что плохо, а что так вот надо подправить. Вот в таком плане, да, это второе. Причем этот специалист должен быть не просто какой-то приглашенный. Меня лично так и приглашали, как преподаватели этого предмета в институте, меня приглашали. Я вам чуть попозже, если позволите, расскажу. Я проводила обследование, в общем, эту работу уже практиковала, да. Вот, значит, это второе. Но как? Я за это, как говорится, никакого вознаграждения не получала, естественно. А вот тут должен быть, знаете, если не вложить средства в что-то, то у вас ничего и не будет. Это что и ясно, да? Маешь, давай гроши, маешь вещь. Вот так. А если не вложишь гроши, так и не маешь ничего. Так вот, этот специалист, эксперт по цвету, которого приглашают там и туда, и сюда на предприятие соответствующее, должен, конечно, быть или там на зарплате, или договор с ним заключать. То есть, короче говоря, этот труд должен поощряться и оплачиваться. Вот такое мое мнение. Дальше. Значит, специалист изучает ситуацию. Вот, допустим, примеры после. Изучает ситуацию и дает рекомендации в письменном виде, с иллюстрациями. Все это должно быть отпечатано, апробировано, может быть, кем-то, может быть, там в академии наук, где-то в институте, занимающемся проблемами цвета в культуре. Значит, это не должно быть просто вот его личное дело. Я пришла, мне там кто-то понравился, кто-то не понравился, я написала заключение. А это не должно быть так. У меня должна быть определенная рекомендация, должность, профессия, утвержденная кем-то, какой-то диплом. Ніна Миколаївна, уважаемая, пробачте, будь ласка, що я вас, как вы ожидаете. Ладно, я сейчас кончаю, в двух словах. Значит, и первый, второй, и третий этапы должны, конечно, быть оплачены, да, под бюджетом. Предприятие выполняет эти рекомендации за счет специально выделенных средств бюджета. Значит, в бюджете нужно закладывать средства вот именно на эстетические... Ніна Ніколаївна, пробачте, вот я не тому, что на вас, что вы долго. Вы просто вы говорите про бюджет, про некие, а ось мы до этого ніякого не маємо дочинення. Ми ніяким чином не можем это зробити. Но мы, может быть, мы нечто інше можем поставить вопрос. Но не перед этими людьми. Извините, я перебила вас, да? Нет? Это я вас перебил. Хорошо, да. Мы перебили Друг друга. Простим друг друга. Я же здесь не упрекаю никого, что он не в силах ничего сделать. И, допустим, я сама, допустим, я мало что могу сделать. Поскольку мы все собрались, мы все заинтересованы, то надо же какой-то план создать, план действий, правда? Да. Принять. Ну, надо как-то план на себя рассчитывать. Да, бюджет. Теперь на себя. Теперь о себе. Я теперь могу сказать, что я, когда преподавала в институте, то ко мне обращались предприятия. Вот завод автоматических линий, по-моему, когда был завод, потом как на Комаровке, там вот большой завод
Да, и другие, фабрика пошива одежды, обращались за рекомендациями, как оформить интерьеры. И я с группой студентов ходила, осматривала это все, составляли рекомендации. Каким образом? Значит, мы составляли колерные карты буквально для всех участников, для одного цеха. Причем в этом цехе может быть одна стена такого цвета, а другая другого цвета. Потому что мы учитывали ориентацию, учитывали, как там производственный процесс проходит, где нужно светлее место, где оно может быть приглушено немножко, понимаете? Значит, мы со студентами приходили, еще ни о каких бюджетных, как говорится, делах речи не было, а мы просто в порядке помощи производству. Составляли рекомендации, давали им, и они уже дальше находили или не находили деньги для того, чтобы выполнить эти рекомендации. Но у меня вот был позитивный опыт. Так, уже вы скажете уже, да? Да. Ну вот, хорошо. Если возникнет вопрос, а как это практически делать, то у меня есть уже положительный опыт. Как рекомендовать цветовую отделку, и как это выполняется, и какой это приносит пользу. А я вот нарочно, чтобы вы были заинтересованы. Сейчас я об этом говорю. Так, Что вот как раз проблема не в тем, что механізми, да, які треба запустити, щоб це все було. А проблема в тем, как эти люди сами имели потребу звертаться. Бо вони не мають потребу, з цього все виникає. А примусити їх неможливо. І мені здається, що то, що ви казали, Леоніда Миколаївна, з чого ви почали, і чим ви скончили ось першу частку цих пунктів, то це виховання дітей. І тут треба означити, що культура візуальна, вся візуальна, не тільки колористика, це так само, як музикальна культура, це так само, як там кулінарна культура, всі невербальні культури, вони не передаються через друкований текст, через книгу. Вони передаються тільки через особисте переймання. Тому поднора всю проблему тим, що нема особистого переймання. Особисте переймання не обов'язково на уровні батьків дітей, хоча ясно, що це, звичайно, бабуля і внучка. А проблема особистого переймання в тим, що не хапає цих просто авторитетів, не хапає цих домінант у громадстві, до яких можна прислуховуватися. Ну, ось, Михайло, я возвращаюсь к тому, что было сказано, вы сказали про детей, да, и про то, что они повинны разуметь. То есть мне подается, что вы это включили профессийные методы, ну, про колористику. А дети, мне подается, повинны жить у нейким осиротку, разуметь, что пригоже, а что нет. И не на уровне мысления этой ассоциированности, а на уровне восприятия. Мне все ж другая проблема. Чего у нас найбольше бракує? Ось обознанного колесальника, того, у кого є потреба. Ті професіонали, які можуть щось дати, пропонувати, високого кшталту професіонали, які справді ведають щось про колір і... Може бути, у вас, шановні, які-небудь питання возникли там? Ці розвазні помощі. Можно мне? Зараз. Питання є? А яка перша початкова вулиця Колір? Так, почекай. Дима, ти масивувати не сторону, не надо. Їх шмат першопочатково. Я першопочаткова функція кольору – це культура. Колір без культури в опорі не існує. Колір Ну, а з'являється... они начали уживать колір. Деле шагов, деле Это не читайте культуры. книгу. Культура читать... Читайте книгу. Деле идентификации особистой. Ну, наприклад, підкреслення своєї сексуальної орієнтації, мужчина, белень, женщина, або женщина. Ну, поглядите, качка и качу. Да. Одной природы, но насколько они по-разному выглядят. Понимаешь, ну хотя бы сексуальная природа. Как минимум. Что культура там на большем месте.
Так, ми переходимо, ось... Майстра заводить дискуссию в бок. Тоді висновок про все ж про едукацію. Про едукацію. Добре, про едукацію. Річ у тим, що до кольору у восприятті чоловіка треба підходити вельми раціонально, як соціокультурне, соціонаціональне, соціорелігійне, соціополовая, і всі эти сфери треба розглядати особливо, грамотно, письменно, у залежності від того, куди і який колір буде призначений. Я зауважу, всі ці теми треба розглядати професійно. Їх уже не то, що розглядають професійно, а їх використовують професійно, скажімо, дизайнерські, політичні сфери, там, релігійні, можна сказати, уже все розпрацьовано, як той чи інший колір, в той чи іншій країні, з носьбитами тих чи інших стереотипів кольору, так, вивозять. Як-небудь, наприклад, хавати який-небудь продукт, там, Кока-Колу, там, або який-небудь там презерватив, там, з таким кольором. Розумієте? Це вже все розпрацьовано. Ця система вже є. Колір вже працює на уздіянні психології людей у продажі того чи іншого продукту. Або це, знову таки, презерватив, або це релігійна некая секта. Розумієте? Наприклад, оранжевий колір у Білорусі, може бути, він не надто там популярний, а у Індії оранжевий колір, ну, блин, все, продавай, что хочешь. Нет, я отказал то, что, скажем так, уздеяние колеров у разных краинах, у разных социальных группах, национальных группах уже розпрацьовано и уже працює. Розумієш? Для нас, второе, я опошнюю, все, я больше не буду ничего казати. Мені, наприклад, цікаво, скажімо, як поспекулювати з кольором для реалізації національної ідентичності в країні. Ось, що ти це буде хочеш. Ну, ти пізніше розов'єш. Я розов'ю, безумовно. Там, може, питання які-небудь. Поспробуйте задати хоча б одне питання. Нет. Я хочу что поки що ми загнали питання на вихованні. Мені здається, що це виховання навіть для дітей і для дорослих можна хутко здійснити цей процес, хоча б на больших людей, отсутствовать свою реакцію на різні колір. Бо ось це психологічне розділення, воно вельми моцне і зауважне. І просто люди, коли просто навчаться просто відсочувати реакції свої, вони будуть поступово цікавитися, мабуть, і кольором, і з'явиться культура. Вот такий убок раціоналізації. Ось, навіть такого сенсованого, раціонального використання, ну, в смысле, споживцов. Ось, ну... А світовча? Так, ну, ось мені звичайно подавало, що якраз споживці, він, ну, просто, ну, ось, використовує те, що напрацьовано. І у мене просто ну, є там такий певний досвід, ось, коли я приїхала в Рим, да, перше, що мене вразило, це колір. Я розумію, що це не зроблено ось, ну, абсолютно штучно, ну, спеціально не підобрано все доми, ну, наприклад, на одну там маму. Але це створює, ну, це зв'язано з технологіями, матеріалами і так далі, але це створює, ну, певне осередок, у яким, я думаю, коли чоловік живе, то йому потім доволі складно, ну, сприймати добре, ну, барві там, чи щось ще. І може воно як
доторкнуться ось до такого раціонального і розумного, а ще Не, ну тут как бы некалькі шляхов ясно, што яны ўсе ўжо як бы абазначаны в размове. Одно гэта як бы тое, што пра што казаў Тодар, тое, што прафесійнае, дзіка рацыяналізаванае, як бы тое, што працуе на падсвядомасць, мы гэтым карыстаемся, нам гэта падабаецца, і там працуюць прафесіяналы. Ну прафесіяналы не паўсюдна ёсць просто. Не хапае, ім трэба плаціць прафесіяналам. Пра гэта кажа Ніна Мікалаевна, што як бы вось было б добра, каб запрашалі прафесіяналаў, плацілі ім грошы, і гэтым займалася дзяржава, яна як бы кантралявала. І гэта таксама адзін з падыходаў. Но мне здаецца, што ён як бы найменш рэалістычны. Калі дзяржава не будзе гэтым займацца, она ў лепшым выпадку можа стварыць кантрольныя органы, якія, скажем, робяць госпрыёмку на адпаведнасць. Причем особых товаров. Да, особых товаров. Да, значно. І третє, про що ти кажеш, бо твоє отримується якось все ж таки ось з Тодором складається. Тож, про що ти кажеш, про що кажу я, про що казала так само Ніна Миколаївна, це особисте переймання. Якою може бути? Про особистий контакт. Там, бабуля там каже, погляді, як провожу це саме. Все воно відклалося в голові у этого дівчонка і навряд чи виб'ється якби коли-небудь чимось раціональним. Другое, це просто якби ось калі вы самі кудись трапляеце, бачыце, што гэта оказывается прыгожа. І толькі што трэба яшчэ ж гэта ўбачыць і нейкім чынам асэнсаваць. Бо гэта як бы там выезды, ну самае простае, што прыходзіць галавы, то выезды ў Вільню. Там паехалі, паглядзелі, ой, як яны робяць, як яны робяць, як яны робяць гэтыя вось вітрыны. А яны робяць вітрыны, чамусьці, яны робяць чамусьці добра вітрыны. А у нас тут лезець вітрыну праз дарогу. Так Ніна Миколаївна каже, що ну, это здоров'я. Да, вставать в очі і здоров'я. Михаил, можно додать пару слов? Я долго. Речь о том, что без лингвистичного приходу до гэтых мы не обидимся. Увогуле, в славянских мовах цвет, колер, ну колер за внешность, безумовно, они обозначаются словом крас. Да? То есть кветки, которые квітнеют на зеленом тле, это крас. То есть тут уже можно спекулировать. Да? Речь о том, что этимологично и психологично, можно так сказать, заходит до формы крес, как бы зянь, альбо отрознение вот этой зеленины, да, краски. Разумеешь? И дальнейшая думка, то есть, что человека в охоле ураживаются краски, любые, хоть салатовые, хоть люминесцентные, хоть любой крас, Ну, напевно, в культурному етапі. Да, і на рекламному етапі так само, то є саме працює. Міняється словом фарба. Фарба дуже зовсім інша. Це якби якраз речиво, яким фарбують. Це зміна цієї культурної парадигми. Але краска може бути і салатова, і ружова. Тоді я перейшла до ось ще питання, яке так само у мене з'явилося, коли Ніна казала про вилучення. Про те, на що треба орієнтуватися. Ну, наприклад, ви казали про потреби розвитку соціальних груп, а от у цій сім'ї вже орієнтуються на культуру національну. Ось що задає, ну, я розумію, як можна вивчити соціальні групи, а то, куди ви поглибляєтеся, це те, чого сьогодні амаль не існує. Чи можливо це відразити? Вивчити і відразити мову? Это ставление, да. Ну, я... По-перше, що Ніна Миколаївна займалася і займається конкретною працею. У неї є конкретна професіональна супольність, яку вона передає як професійний рівень. Ми говоримо, я абсолютно песимістичний у цьому керунку, що охопити все просто неможливо. Это на мою думку, отдельно, что можно заработать, это звернуть увагу, то что эта тема вартая уваги, что про ее треба говорити. І поскольку у нас шматочні наша думка тепер формується сродками масової інформації, ну, на жаль, так, а не авторитетами і не інституціями,
то якби говорка у сродках масової вертання на ці теми, або звертання уваги на певні прояви цієї теми, вони якби, безумовно впливають якби, на культурно-політичну культуру у Україні. Ну, і я абсолютно згоден з Нінією Миколаївною, коли говорить йде там про 10 років, коли нам дати гроші на інститут. До речі, один інститут в світі кольору, в якій країні, як ви думаєте, знаходиться? У нашей. Во Франции. Ні. Япония. Во Франции Швеция. Во Франции точно так само. Да? Значить, да. Тому якби тільки країна з високою культурою якби, ну, звертаються на увагу, і поза той такий інститут працює якби, свою чергу так само на культуру в цій країні, відноситься до людей. Но у нас і немає, мені здається, що це такий довгий шлях, і було б вельми добре, як просто на це зверталися увагу. Можно Вермикова. Про то, что Людмила Николаевна сказала, про такую фразу мы знаем. Проблема цветовой культуры. Да, то есть, як это выходит. Ну, может быть, треба переймати некий опыт Японии. Наприклад, у першому класі дівчинки і хлопчики вже відрізняються 36 кольорів. У другим 64. Ми поки говоримо зараз червоний, зелений, чорний, синій там, і блакитний. Ну, і ще шари там, да, буває. В першому класі, тобто наскільки культура розвита, при тим, що викладається, це як дисципліна, така сама арифметика, там, філологія, там, не веду, що там, математика. Ту проблему, яку шановний професор поставив, ось, можна її повісити на повістку дня, але наскільки вона запотребована в нашій країні. Хто там вирішає? А можно я повторю Нині Николаевну Мироновну? То может быть и другие інші подходы, да? Что культуру можно выховать скорее одной методом. И на самом деле злые языки, это предмет, который вела Елена Николаевна, называли сероведение. Не цветоведение, а сероведение. Сера? Сера. Да. Елена Николаевна нас весь час тримала, как мы, как нас не перла. И на самом деле, за эти годы я вынес основное, то есть две табу, які я всі на місці, що неможливо розбілювати рудую фарбу. Просто неможливо розбілювати рудую фарбу жиру. И неможливо розбілювати коричневицю. Просто. Когда вы это запомните, то у нас будет такой архитектуры. Нет. Нет. Ну это на вот я не учился. Вот так я сказал. Сказал. Секреты передал. Ну, японці, до речі, школьники відрізняють там 15-20 кольорів чорних. Ну, ось, знову ж, Это же не проблема. Это проблема потому что для японцев решается на уровне огромной культуры всего народа. А у нас вот подправдуется... Был вопрос, что как они цвет используют в своем быту, в своей одежде, в архитектуре, вот это вот. Без в своем окружении. Ну, в принципе, да. Можно ведать всем кольором, но виртуозно ими користаться. Да, можно знать тысяч, различать, например, там, ну сколько, ну пару тысяч цветов можно, конечно. Не ведаю, что в этом зря. Сейчас и цветы но это не имеет отношения к вашей жизни, понимаете? Это имеет отношение к жизни Потому что японцев и государства Японии, и нации японской. К сожалению, вот то, про что вы сказали, это не имеет ценности для образования и сознания нашего государства и нашего народа. Эта проблема не ставится. Ну, нет, Нина Николаевна правильно все сказала, что якби Понимаете, чтобы питання ставить не в проблему. колькості, скільки ми ведаємо, да, а що ми уміємо з цим зробити. Хоча, якби,
Безумоўна, што культура, яна як бы, просто колер, і гэта паўсюдна ж як бы пішацца, што колер гэта феномен. Таму што ён як бы мае як бы безліч вымярэнняў, і мы як бы гледзячы як бы праз гэты ракурс, як бы абсалютна па-рознаму яго бачым. В тым ліку тут пра што кажа Тост, што гэта і веда. Ну закідайце нас пытанні. Закидайте с питаниями. Калі ласка. Я хотел бы спросить, вот Михаил Никодистов начал эту встречу, что вот цвет не существует как материалом, да, и вот даже эта выставка, вот «Колер в Беларуси», если посмотреть, то это традиционный материал, то есть дерево, железо, растения, солома, там, значит, шарот, там, значит, все остальное прочее. То есть, ну, такие были принципы вот раньше, да, значит, та традиция, которая исчезла, то есть использовать натуральные материалы, цвета, значит, из натуральных красителей и так далее. Значит, и вот хочется спросить, так вот мы же живем уже не в традиционную эпоху, а в современную. И уже используем современные материалы, не дерево, не железо, не шарот, там, не солому, там, значит, хату накрывать, а вот там асфальт, плитку, там, знаете, серенькая, бордовенькая такая, да, значит, там. Так вот, получается, что нам нужно, значит, как вы сказали, цвет приверженных материалов, но получается, значит, использовать цвета асфальта, да, значит, плитки, может быть, там, кирпича, там, не разбеливать там, кирпич там, и так далее. Там. Вот хотелось бы ваши рекомендации вот, относительно колористики вот, современной Беларуси, потому что есть определенные материалы, из которых мы делаем дома, дороги, заборы, там, мосты там, и так далее. Там, и так далее. То есть, поэтому, вот, потому что, видите, все цвета, это вот традиционная культура, да, вот эти двери, там, значит, плетеные, там, кошели, а вот мы же живем в 21 веке, да, там, какой нам цвет больше используется, да, современные материалы, которые доминируют, и какие цвета получаются. Можно ли сделать какую-то традицию уже современную? Наскільки сучасні матеріали і технології впливають на використання і зміну, Я коротко скажу, Нет, потому что, понимаете, материал, Я разумею. не вопрос в том, что ведь цвет определялся тем, что цветом материала, понимаете? Сейчас же их можно покрасить, да, пофарбовать. Просто от якраз у Ілліни, в принципі, якби розгорнути відказ на ваше питання. Я коротко кажу, що якби, ще в 20 столітті повстала ця концепція, принцип архітектури, там, щирий матеріал, чесний матеріал. Що якби, нельзя фарбувати цеглу, вона повинна залишатися цеглою, нельзя фарбувати цемент, і він повинен залишатися цементом. Це так звана щира архітектура. І вона дивним чином прикликається з традиційної архітектури і традиційним дизайном, який існував раніше. В білоруській традиції, у нас цікавить передусім білоруська традиція, поколі ми тут живемо, що ніколи не фарбувалося дерево, ніколи не фарбувався камінь. Таким чином, для мене, наприклад, цікаво, що ця традиція повторяється у 20 столітті лепшими архітекторами, які робили архітектуру 20 століття. І зараз ми живемо у час постмодернізму, коли різні підходи, різні стилі існують, і ми можемо вибирати їх стиль, можемо які-небудь інші. Так ось говорка про те, що що вибирати, і як з цим працювати. Ну, колір все одно завжди працює на чимось. Або у вигляді матеріалу, ось як железо, да? Або у вигляді, пробачте, портмонета, який пофарбований фарби для скури, і тому має брунатний колір. Або це було пофарбовано. Все на чимось, колір завжди на чимось. Повітря кольору немає. Його нема вогню. Це електромагнітні хвилі, які сприймають наше око і нам стається. Поскольку зміняються технології і матеріали, то зміняються, напевно, і можливості. Пофарбувати можна все, але наушно. Наушно. А чому Ленина? Ну, я, в принципе, все, что я хотела сказать, все-таки не короткий такой отказ прямался. Тому можна тільки сказати, додати, що коли, наприклад, я працюю з замовцями, я хочу чисто такі вже працовні питання. І все ж таки, не глядячи на те, що існує вельми шмат на сьогоднішній день матеріалів, як ви кажете, таких штучних, за штучної текстури, все одно, коли обирають замовчі, то частіше обираються все ж таки матеріали, які мають натуральну поверхню,
натуральную вугілля природу. Навіть тому сучасні матеріали, на мой погляд, хоч яны все ж таки гэта не завжди добрая замена натурального. А вот скажите, вы профессионал, вы молодец материалами, аналитики, колеровых восприятия белорусской поэзии. То есть это профессиональный инструмент. Да, ну, скажем так, літератури такої, скажімо, однислової, так, я майже нема. І я думаю, що це питання, чому я на сьогоднішній день так само настільки актуальне про колір і про сувязь з кольора, з традиції, отколь воно вугілля і де. Ну, є, скажімо так, я цікавилася цією темою. І Я пытался не про традицию, традиционные иллюзии, мы воспринимали колеры по-своему, а про реальных, скажем, теперешних физичную Ну, массу. вот у да? меня есть видос колоссальный. Колоссальный. Вот откажи, тебе не цікаво, якраз протягнуть твою тему. Да, ну я 10 годов продавал фарбу, мешал и продавал. О, Мы класс. первые привезли в Беларусь тонирующую машину, первые начали продавать акриловые фарбы. И 10 годов я замешиваю в этой фарбы и ведаю, ну, что люди обирают. Ну. И густо кладутся в овальную схему. И люди не мають преференцій. І вони не розбираються тим, що вони роблять. І вони користуються прикладами з часопису, з телевізора, від сусідів. І вони не впевнені у своїх виборах. Вони ніколи не впевнені. І вони глобально не впевнені ні у меблі, ні у дизайні, ні у стилі, ні у чому вони не впевнені. Там вони кольори вибираються, так само не впевнені. Ви сядете, не впевнена колористична гама, беж. Ось беж, то, что нельзя робить, это вот самый популярный песочный, так самый хороший. Ну и самый такой смелый, это персик абрикос. Это уже просто авангард. Вы не как бы, вот это вот размытая, как бы, такая тяжко уловимая гамма, она не светлая, не темная, как бы, боязнь контраста, как бы, неумение выбудовывать эту колористичную простору. Такий же самый дизайн. Но Коля Жадовская белизна. Ну, в неком сенсі, да. А не увезли. Та ви помалювали. Ну, і да. привезли, приходять у краму. Чим вони, руководствуються, да? Який густ, традиція. Они не глядят Но дизайнерские. до меня эти люди звезды не приходят. Я не могу сказать. А это А цікаво. до меня Ой, элита а ви приходит. А люди звездки, я сколько? Люди звездки просто, вёска і вуглі селянська військова культура, і вона ж абсолютно по іншому законі функціонувала, поки вона була традиційною. Пригоже те, що традиція. Там немає особистої думки, немає особистого густу, не може без принципу. І ось ця традиція, яка випрацьовувалася століттями, вона завжди не безпомилкова, вона завжди правильна. Пазней, коли руйнуется традиция, она руйнуется в 14 году, разом с Первой сусветной войной, возникает, это вот тема спадарня Лобачевская, народное мастацтво возникает в 14 году, разом с развалом традиционного громадства. И позднее начинается страта вот этих культурных ориентиров, и отбывается африканизация, вот они такое дикунство. Человек вертается вот до этих першопочатковых розумінь Пригожого, коли Пригожий – це той, що блищить, той, що ярко, той, що звертає на себе увагу. А яка у білоруських вёсках? У яких колір малюють? Там, где заховалась традиция, Да. там все нормально. Ну что нормально? Там не фарбуют. Зеленые, Там не фарбуют. Не фарбуют. Не фарбуют. Ну, а дождь? А вихоть? А снег? Краска даже Дерева. Новий дом уже. Ну, если вам треба было прийти там на экскурсию, там, где, вот у меня тут сетка целая, про это, помирание дома, у шляхетской традиции, в 19 столетии, ясно, что это романтизм, эстетика. Это пригоже, это абсолютно нормально.
Бо пригожий дом той, який має на собі ось ці риси якби старі. Можна одну ремарку? Там ще Ні, В Гоголі Ілліна, ось просто Ілліна працює якраз якби з матеріалом живим і з текстурою. У її якби, видатні фотелі. Скажем, это мои особистые пироваки колеровые. И они натуральные, то есть абсолютно докладные. Я навіть, мені шкода часом фарбувати саме натуральне дерево, бо воно вже і так самодостаткове. Воно має свою текстуру, свій колір, і мені просто шкода яким чином його замальовувати, зафарбовувати. Але я хотела сказать еще, видите, про... Ну, вот. Я хотела просто розповісти ще про те, що цікава з'ява така назирається, коли працюєш з людьми, починаєш працю. Відомо, я не розповідаю так само і про відсутність такої самоідентифікації і відсутність у вогулі розуміння, що я хочу, чого я хочу. І ось починається коли праця, спочатку чоловік у абсолютній часом прострації, він не розуміє насамреч, яка кольорова гама його там задовольняє, ці не задовольняє, які його там особисті піроваки, і що йому вогулі хоче. Але потім ось цікава річ у процесі вже під час праці, під час здійснення самого проєкту, люди, ну, скажімо так, і хутко вчаться, бо воно, ось це розуміння кольорове, воно вельми хутко вертається. Ось мені так подається. І вельми хутко починають орієнтуватися. Ось як тільки звертаються до себе, ось відкинувши всі тенденції і моду, вони одразу тоді починають відчувати вельми добре ось колір, починають розуміти, що їм виборі. А ось питання до них. Скажіть, Кривоцький, колір у перспективі прагматичної організації емоцій, формування, або... Це можливо, в Гоголі. Це можливо. Унесок зробити на це колір. Ну, в принципе, что такое нация? Нация – это как бы поэтому уявлення супольності. Як ми себе уявили, такі ми і є. В этом сенсі, якби ну, там всі ці історичні лінки, їх образи, вони грають сьогодні огромне значення. І це ж якби не здарма, тут можна приводити приклади, там, датчанов, там, ну, ось це найкращий приклад з цим Даннеборгом, датським стягом. Це перший європейський стяг України, державний стяг, перший державний стяг. І він, якби, поводле подання спустився з неба на Вишгороді, у Талліні теперішньому, під час бойки з естонцями. І коли він спустився, то це був знак, і вони отримали якби, перемогу. І Даннеборг перекладається як датська тканіна. От датська ануча, так це перекладається. Але одночасове, але має значення датчанин. Тобто, якби ось цей датський стяг, це один з датчан, він так само датчанин, чоловік, особа, персона, так вчить, який якби одночасово у собі якби всю цю якби, націю датську уособляє. І в цьому сенсі якби стяг – це от протяг этого символічного мислення, коли середньовічного, коли символ і те, що означає, вони вельми близько. Це майже одно і те ж. Так, ось Євхаристія, коли ти, це оплатка, це ж насамреч якби тіло Христово, розуміння вірника. Це не так, що вам просто вот, символічно дали там то саме. То ж саме тут, якби, ось це якби національні символи, у кольору національні. І вони якби, ну, часто якби ідентичності національні. Поляку, до речі, не тільки стяг має ось це юридичне оформлення, да, за яку можуть покарати. Но так само колір національний має юридичне оформлення, здається, від 87 року. Тобто білий і червоний колір, і вони юридично зафіксовані як колори народної, національної категорії. І в цьому сенсі, ну, мені здається, що тут облік питання ну, не може
по-іншому ніяк. Не може бути іншого Не адказу. может быть без колера. Да, тому що в этой белорусской традиції там же ж ось це якби там гама біло-червона, вона там відслежується, починаючи там якби від неоліту. А Деміка, от слухай, Каліна от цікаву інформацію сказав, то що у Польщі навіть відсочують категорію червоних хат, да, навіть юридичним чином. Але от так само, така цікава річ, як категорії, скажімо, червона хата. І як у традиційній культурі Білорусі простые селяне отсочивали. Вот купила она нитки червоные, там советские некие, и она вот мне фарбовала большими. Да. Тобто вона набила певний штамп. Так от цікаво, ці подсмику, да, як там в комп'ютері, це відпільновують юридичні структури, скажімо, полезності. Да, ну, всі стяги мають якби у ЦМІКі, у Хексі, у RGB і в НЦС мають якби свої. Причому польський стяг, які, в принципі, якби не такі вже нові. Він якби повстав в середині 19 століття як стяг Королівства Польського. Офіційно був затверджений. 1848 год. Ну, царство польське. Царство Польское, ну, в рамках Российской империи. В рамках Российской империи. Королевство Польское называлось, в рамках Российской империи. То яны гэты колер меняли там якби разом може 5. Удакладняючи його весь час. Вже крыху павінен быць халаднейшы. Бо халаднейшы ён звязываецца з кармазынам, у які былі апрануты, до речі, першая вайсковая форма была введена Радзівілам для конницы Великого княства Литовского, уже позднее, там и больше. Карацей, гэты колер, якби, ну, з'являецца тэмай размовы. І ён, якби, сапраўды для іх вельмі важна адценне гэтых гістарычных. Бо гэта надае яму гераічную каштоўнасць, сапраўднасць, надае, якби, вось гэта, якби, безліч лінкаў, які там, ну, адкрыйце, просто самі пачытайце пра польскі сцяг, напрыклад. Я уже не кажу пра дацкі. Потому что про датский там это будет просто, там как бы целая книга вот такая, якую кожный датчанин мае, там як правильно его складывать, як его правильно поднимать по святах, по выходных на якую вышыню, коли господар з'їжджає и так далее. Ну, у нас бело-червоний колір так само вже виходить в юридичну практику, там у Діани на суді так казали, використовувала бело-червоний колір. Так что я думаю, что будка мы юридично уже это подтягивается наше. Но прежде этого просто, что я не хотел бы якби только его, тут символично просто выбрать, тут все зрозумело, тут я не разумею, як би выбрать там. Но что прежде этого є інший колір, який так само з'являється часткою ідентичності. Ну і ось я спробую гэты колір якби об'єктивно знайти, якби, і не которые ось як блакитні. Это якби, ну, такий вельми добрий, это вельми культурний колір. Він вельми змінює. З точки гледжання фізики він вельми змінює. І він якби об'єдновує якби аж на два кольори спектра, якби ні в одний інший колір так не робиться. І він з точки гледжання його культурологічних нагрузок, він так само якби тягом історії шмат разів мінявся, означаючи абсолютно різні речі. Ну, гэта як частка історії. Я все хотела еще вернуться до испытания працы менавіта з колером, ну такой сучасный. Вы казали, что починали размову про натуральность колеров и традиционность. Вы казали, что люди не думали про то, что им подобается, что нет, эти подобания были у традиционной культуры были забиты. Так? Ну, забиты у человеческого восприятия, и не треба было задаваться этим питанием. Але, на жаль, ми вже не можемо. Коли ми не вивчали традиційну культуру, ми ж не можемо вернутися в Дагестан. І сьогодні тоді фактично та веда, яка, в принципі, можлива, і вона може вступати в таку ринкову конкуренцію з іншими пропановами. Ну, да. І тоді питання в тому, а що може бути пріоритетом, да? Що може надавати некую важливість в этой пропанові. Ці вогулі, можливо, там ось цей традиційний колір, ці традиційне використання кольору стало конкурентним у тих пропановах, які є з інших культурах. До мене питання? Ну, до вас, до я вижу, що це вогулі абсолютно не саме головне.
Мы просто як бы повинны ведать, что это является традицией. Но это абсолютно не означает, что мы повинны уживать это як бы у сучасному світі. Тут хутчэй як бы, абсолютно як бы, маю рацію Ніна Миколаївна, кажучи про те, що кожна сфера нашого життя потребує як би, особого подходу. Можно мне сказать? Разумеется, шановные коллеги, речь о том, что тотальная права, само все увеличивалось в залежності від тої аудиторії, на яку розлічений той чи інший продукт. Ці національний, націоналістичний продукт, ці там газировка, ці оформлення своєї квартири. І це все треба вирішати відповідно споживцям. Споживі так само. У Індії один, у Японії другий, у Білорусі інший. Є певне, скажімо, сприяття порядку. По великим рахунку, від політики, національної політики, до продажі якоїсь там Презерватив ти часто. презерватива, да. Вот. Так само кожного етноса є свої, скажімо так, ну, стереотипи приймання або не приймання. Колористичні. Тим не менш, вони нав'язуються. Розумієш, Тетяна, вони формуються. І це так само бізнес-план. Зміна сприяття кольорів, скажімо, у різних етнічних групах. По великим рахункам ми трошку говоримо про те, що уже реализуется по всем глобализованным свете. И мы просто хотим уходить за хвост тих процесів, які вже існують. Є такий термін аутентизація, ви ж так само у Андерсона, що нація собі весь час уявляє, и это таки непородный процесс. Мы уявляем, что по себе подтягиваемся тем самым до этого властного бачення. Так это функционирует. Мы являемся такими ветливыми, там, працовитыми. И мы робимся працовитыми. Ну, наступное поколение больше працовитого не хочет. И наоборот. И есть такие процессы, как аутентизация. Так само не порывно. Мы весь час поворачиваемся туда и назад и глядим, чи там мы там чогось не напортачили, не наравили. И в этом senсе это самое такое болезненное, на самом деле, самое такое болючее, складанное, это наводить порядок у минут. Але это все одно робиться, і робиться во всіх культурах без виключення. Коли там науковці раптом знаходять нову книгу, і все оказується по-іншому. Ну, у нашому випадку, коли так само правильно хапаємо тему розмови, що у нас теж минувшина, вона збирається так само сьогодні. У вигляді там реставрації, у вигляді ну, реставрація саме ліпша. І коли ми, скажімо, реставруємо верхній город Туменську, який там, в принципі, повстав в часи барокко, реставруємо його в стилі руського губернського города 19 століття з допомогою зелених дахів, абсолютно не характерних для цієї частки імперії. Ну, то це ось якраз зміна свого минулого. Ну, розумієш? Що ти? Зрозуміло? Може, є ще питання, розваги, не так? Ну вот Тодор Кашпиревич говорил, что в Индии оранжевый цвет очень популярный. Но это, наверное, неудивительно, там он используется на флаге национальном индийском, но, конечно же, он присутствует и в природе индийской, потому что оранжевый цвет – это цвет индийской земли, там очень много железа, и там земля такая бурая, как в Африке, потому что там, знаете, континенты разламывались, и там это, значит, цвет, значит, вот такой оранжевый, значит. И вот мне вспоминается также, когда-то Шимон Перес говорил, что
небо в Израиле такое насыщенно голубое, а вот здесь в Беларуси оно такое серенькое. Да, значит, и вот видите, вот, у нас традиционные материалы, вот там вот, серое там, дерево, там, железо, уже может как бы меньше используется, но ведь природа осталась, да, вот как-то вот, это как-то влияет вот, на современное, потому что вот, вписанность в природу там, зданий там, значит, и так далее. Потому что вот видите, в Индии там оранжевый цвет, а у нас какой цвет, вот, земли там. Зелень добрая. Там, Да, потому что я у нас материалы, видите, что материалы-то вот другие используются, а природа-то ведь такая же, как и была там 300 лет назад. Да, перерисую зараз Цвет вашу неба, тему, озер. важную думку, і на это Домихов. Ну і трошки подключуся, як-небудь заслухати. Ну я не Що зрозумів. колір шерсть. Не, природа, то есть, потому что, ну, цвет земли, там, цвет неба, там, и так далее, в целом. Я так само. Я питаю. Потому что Белорусский Брюлер, если здесь его творчество, он там, потому что я не люблю тона, цвета, я люблю полутона и оттенки, да, то есть. Элементный так. И его, значит, колористика его картин тоже такая приглушенная, такие. Все, зрозуміло. Там значит, не яркие, то есть. Он это скажет. Он мастер по национальному колеру, который называется шерри. Ну, он, Я конечно, якраз не только я серый. якраз не про Шерри, но Шерри лежить на поверхні. Ну, я от на інше хотів звернути увагу, що нельзя переоценивать роль природы у нашем ставлении до колера на культуре. Самая такая весомая помылка — это вот этими эскимосами, да, что эскимосов там 200 названо для белых. Но оказалось, что их как бы для белого там одна назва, имелось на увазе, оказывается, не колер, а кшталт снега. А позднее высветлилось, что и кшталт снегу их не 200, а 4. Это так само, как в английском мове. Просто там была зроблена как бы такая натяжечка, а позднее эта натяжка почала как бы весь час расти. Природа у апошнього чергу впливає на бачення кольору як мінімум кольору. В білоруській традиції, де снега вот так називались, перший сніг з'являється на полотнах у 19 столітті. І в сувязі ведаєте з чим? З зимової кампанії Наполеона. Як не зимовая кампания Наполеона, то первым снегом на белорусских картинах был бы Белоницкий Беруля и Шагал. Они в один и той же самый 13-й год написали этой своей славутой працы «Скрипача», там где одна трактовка зимы снега, и этот голубой сон, тем, называется, с капличкой Белоницкого Беруля. В белорусском фольклоре майже цілком отсутствует описание зимы и снега. Нема. Навіть у календарно-обрядових піснях, які якби часто відбуваються узимку, там нема снігу, зими там нема. Там все відбувається на подворку господаря, в такій якби символічній просторі. Так що тут якби якраз ось ця природа не голова. Говорячи про шерий колір, ось у якості одного з кольору там домінуючої в білоруській культурі, то насамрэч гэта якби не фарба, а гэта якби колер матэрыялу, што гэтыя матэрыялы проста натуральныя. І гэта была традыцыя. І таму якби вось гэта якби асяроддзе беларускай, ну сапраўды якби атрымліваецца шэрае. І такім чынам яно інтэгравана ў прыроднае асяроддзе. І з гэтага вырастае якби ўжо эстэтычная вартасць. Вось інтэграванасць у прыроднае асяроддзе. Вы характэрная для беларускай. Задать. Ну, в плане, я с одного боку мастак, фантазер, романтик, а з іншого боку я раціональний чоловік. Мислення відносно продукту того чи іншого. Ну, принаймні, у широкому сенсі дизайну. Ось. То, что сродками дизайна, сродками рекламы можно организовать стереотипы, кольоровые стереотипы в любой краине, для якої мети, знову таки, національної, політичної, або продавати якісь продукти. Все это меняется. Інша справа, що я являюсь представником тутейшої країни, и у меня есть певные свои такие органичные, можно сказать, стереотипы комфорта,
калірового комфорту. Да? Ось. І гэта мой светагляд, гэта моя рэлігія, але гэта, відаць, не тое, што можна прадаваць. Хутчэй это звязана з комфортом псіхалагічным. Мяне просто вникає твоє. Може, ще є питання? Есть нема. Ну, мне подается, что все равно у нас есть две такие ригорозные части. Да? То есть это такая мастацкая, доследча, працовная, там, где выбудовано эстетичное разумение, поглублено. И выстуешь полное Бескужевецкое, на якое абсолютно не зрозуміло, як впливати. Ну, ось масово. А прочі варіанти, які Леніна Миколаївна пропонувала, але ми, на жаль, його виконати не можемо з бюджетом і всім остальним. І, ну, якби, мені подається, що тут треба шукати які сроки, ось, ну, може, людини, ці які, ну, більш широкі, бо, ну, якби, поділяє нас на части. Ну, все розуміє, збирає гроші свят покол себе, а люди на голову. А вот у меня питание для Нины Николаевны чуть-чуть. Нина Николаевна, скажите, вы сколько лет преподавали цветоведение? 40 лет. И это же там огромное количество людей, которые прошли. И, в принципе, вот все, что как бы есть, это же как бы, ну вот, в некотором смысле ваши ученики делают. Вот как вы считаете, именно в профессиональном плане, не в том, что там, если там, что не уверен, что там эти люди вообще какое-то имеют отношение к кафедре дизайна, я имею в виду эти вывески там, но все-таки как бы, ну, в Беларуси на уровне, уровень. Ну, а вы не были вчера на... Я вчера не был, но... Я вчера не был, но у меня есть свое мнение, но мне интересно ваше. Ну, вы видели выставку кафедры? Ну, в Фейсбуке. Юбилейная кафедра. В Фейсбуке я видел. Я не был на выставке, только в Вот Фейсбуке. я об этом вас спрашиваю. В Фейсбуке. А вот в натуре надо посмотреть. Я в натуре посмотрела. И впечатление очень хорошее. Прекрасное впечатление. Но это я говорю, когда это позавчера это было дело. А до того я знакома вообще с работой в кафедре. Я заходила к ним в гости, ну там по разным поводам приглашали. И я вполне довольна, если говорить, допустим, о колорите. Вообще по всем категориям все хорошо. Там и сюжеты, Тогда вы мне объясните. метафорика, и символика, и содержание, там формы, пространство, конечно же, цвет. Все очень хорошо, да. И только так буквально... Где это? Куда это дерется? Вот я хотела сказать, не все профессионалы, такие добрые. Почему вы же не поступили? Але вони так само люди, і так само впливають тенденції моди, все ж таки. А между прочим, там же все преподаватели мои студенты. Я не хочу хвастаться, нет, я констатирую факт. Они сами молодцы. Уже кроме семечек. А? Ну, кроме семечек, видимо. Почему кроме Тут тоже можно нет. Не дай бог. Нет, ну я серьезно. Так серьезно. А кто робить весну, як з наших сироток? Дима, Хто робить наших сироток, Самые разные выпадковые люди. Я потрималася, що ми... отдали... Ну, я не ведаю, кто на самом деле фарбує всю нашу архитектуру. Фарбує, мы проезжали, с Берестя Барога ехали, это просто неможливо все это бачить. И откуда я наберусь этой кожи? Ну, видать, это сам не там. У нього запад вельми добре пофарбований. Ну, у меня такого вот миновито потому что разверенный, я разверенный коричневый. Ось новые всі. І чому таке Я відбувається? ліпше собі кошти, ти А, насичені кольори, дорого Хочется сказать, коштують. что в принципе там экономичные факторы и Я ну, вот всякие факторы іншие, они впливають на то, что Ну, люди задавливают себе, вы
нормальне розуміння кольору і весь нормальний. По-перше, что дизайн, якби, ну, в принципе, это, я думаю, что во всем свете, что дизайн якби, наполовину залежит от замовця. Він ніколи не існує без замовця. Ну, завжди замовця салат. І довести, ну, человеку, ну, ему доводишь. Поиграешь в так. Играешь. Позднее, а иди ты уже заработаю так. На. А еще есть такие заморцы, алякис. Это алякис. Почему шрифт такой неинтересный? Добре, ти розумієш, що все ж, якби головна проблема, коли з професіоналами у нас більш-менш все добре, то головна проблема – це у споживця. Ну, это масс-культура, да. А масс-культуру так само сформировали профессионалы. Ну, у нас некое замкнене коло. Ні. От якраз вона формувалася якби усвідомлено, то все було б нормально. Но культура ж така річ, що коли ти її не опрацьовуєш, а культура, як ми ведаємо, вона ж походить від сільськогосподарчого. Абсолютно. Да, що одразу починає рости там, ну, розне бачення, это хорошо. Ну, розная хрень начинает расти. И в этом смысле, что, ну, вот может быть в этом причина, что просто как бы нема этой оккультурации, что как бы культурой не наделяется увага, что мне не кажется. Ну, сутыкаючись, как бы тут коллеги журналисты, хочу поскаржиться, что вам любой нормальный журналист скажет, что про культуру мы не будем давать информацию, никто не читает, не видит. Это, ну, это абсолютно погибший менталитет. Михаил, питание можно выразить короткое. Вот ты кажешь, что естетику, психологію, естетики треба культурувати, да, тобто займатися там калчером. А вот скажи мне, откуда у простых людей леску бралась вот эта культура, которые створали шедевры строев, они интерпретовали, выдумывали орнаменты, все густовно и в колерах усіх. Кто там их повал? Бабуля. Мама, бабуля. Вот. Так это тотальная культура была. Притом такая реальная и наотворчая. Это не просто штампы не робили. Кожная кабета, она еще нечто там придумала. Это уже после развала традиционного романса. Я думаю, що якраз між тебе творчістю там, ну, було мінімально. Це хоча помилки, чим творчість. Ні. Моя жонка професійно займається ткацтвом, і вона каже, коли збірка чисто математична, принципова, наприклад, не 6, там 4, а потім 8,5. Принциповые, знаешь, это уже творчество. Добре, я думаю, що ми будемо скачати, коли є ще щось сказати буде сказано головним експертам, ці є питання, задавайте їх зараз, ці не Около. Ну, може я ще щось сказати. Уже Леонида Николаевна Напутствие вышитые в молоде, черёный. Ну, який-нибудь. Да, не только говорите, чтобы напутствие давать. Не Да, только. да, только разве что одна просьба вот у меня к людям, заинтересованным этим предметом, что прежде всего, вот хорошо, если бы мы с вами обратили внимание на телевидение для детей и на продукцию всяческую, это книжная продукция, игрушки. Вот, мне кажется, самое ужасное, что у нас в республике делается, это то, что для детей. Ну да. При этом самыми лучшими намерениями, как же ребенок, ярко, чем ярче, тем больше. А я краем глаза посмотрела вот недавно телевизор. Вообще, я вам скажу по секрету, конечно, что телевизора у меня нет. Потому что мне предали много раз там. Я решительно. У меня одно время в семье был телевизор, но они, те, которые смотрели, они в другой комнате жили, а я не было. В конце концов, мы разошлись, как в море парохода. Вот вам, понимаете, 90. Да, так что мне хочется
сказать или предложить. Вот я, например, если бы была студенткой, и были бы у меня друзья-студенты, такие молодые, горячие, мы бы устроили в магазине гастрономию, ну хоть в нашем там этом, как его, не важно, Рублей. большом гастрономе, устроили бы такую акцию. Мы бы взяли бы барабаны, дудки, сочинили бы стишки, такие бы весьма стыдные стишки против этих крокодилов, которые слепляют зрение наших детей, портят их вкус, внушают им какие-то представления о мире, как о сумасшедшем доме, извиняюсь. Да? Правильно говорить, дома умалишенных, виноват, да, а не сумасшедший дом. Сумасшедший дом – это для слава Богу. Там вот, если верить Чехову, то там, да, и ладно, и другим писателям. Да, не в этом дело. Так вот, как-то организовать борьбу разными средствами против вот таких, вот этого варварства в отношении детской продукции, особенно детской. А телевизор я, между тем, где у меня спросите, если у меня нет телевизора, где же я видел? Вот я на этой выставке дизайнер кафедры, знаете, там просто был спектакль, можно сочинять ораторию на эту тему. Вот, с одной стороны, культура, понимаете, пластика, цвет, конечно, красота такая. А с другой стороны, там стоял телевизор, и пускали детскую передачу. И когда я там одним глазом заглянула, поверьте, мне потом ночью снилось, я не могла уже... Ну, глаза. У нас тут нету телевизора. А глаза. Телевизора у нас нету, мы тогда зараз скачаем